утро. Доброе солнечное утро, морозное такое. Проснулся, чаек попью, еще вчерашний теплый. И поеду. Фух. Все, поехали дальше. Выезжаю из селения. И впереди вроде плоская дорога будет сейчас. Красота, простор такой. Кстати, я без очков остался. Одна линза выпала. Видимо, ночью вылетела. У меня оправа сломалась, трещина пошла еще тогда, когда наехал на них. Давно уже. Ну все, блин. Чуть мне с очками вообще не прет, как-то все ломаются, теряются. Молитвенные листочки. Замерзает вода-то ночью. Да, я хоть детство вспомню. Ой. Сейчас в городке ближайшем. Тут много магазинов с сувенирами. Всякие бусы, браслетики из камней. Он стоит по 100. Тут четкий по 50. Интересно. Снимаю он. Я бы, конечно, даже взял что-нибудь на память о Тибете. Но я думаю, что такие вещи надо дарить. Покупать неохота их. Вон материя, материалы всякие. Народные. Класс. Во! Нож здесь присмотрел хороший, тибетский. Ножны такие хорошие. Интересно. Стоит 100 юань всего. Я думаю, вот этот сувенир, он реально полезный. У меня ножа нету. Нож возьму. Тут вон тибетские буквы. Классно.
Вот его я возьму. О, все. Вот хозяин меня бонусом накормить тут хочет как раз вот этой сметанкой местной, кефиром. Даже пока не знаю, что это такое. Это вот сервис. Блин, я так рад вообще, нажу этому. Так мне нравится в тибетских селениях. А вот и очки у меня новые. Привыкайте к тебе, к моему новому виду. О, ига! Как-то спокойно, умиротворенно здесь все, я не знаю, мне очень нравится вообще. Так я наслаждаюсь вот этими видами, вот этой степью высокогорной. Как я по ним скучал, по казахским степям. Хорошо сейчас и в Монголии меня это будет ждать, я обожаю вот это. Тропики это не мое. Я неважно себя там чувствую неуютно, не мое. Вот здесь вот я себя чувствую уютно. Душа прям на месте. Ох, какой кайф, ребята. Так кайфово, солнышко светит, греет. На пастбище яки пасутся вон. Боятся чуть-чуть. Эй, малыш, иди сюда. Я тебе печенюху дам. Иди сюда. Малыш. Такие смешные, я не знаю, мне затискать охота. Такие волосатики. Здорово. Оу! По пути много вот таких баз отдыха, гостиничек. Все так цивильно, окультурено, вылизано. Вон даже туристический публичный туалет деревянный, здоровый стоит. С туалетами здесь, кстати, проблем нет. Туалетов тут очень много стоит. Прям целые здания такие маленькие. У нас в городе-то сложно туалет найти. А здесь степи, по сути, горы. Ходи не хочу. Но нет, они здесь уважают свою землю. Интересно здесь, как шатры такие стоят. На полянах много их вон там. Как будто Акатуй какой-то у них был. Видимо, здесь празднуют. Праздники устраивают. Возможно. Во, местный приехал. Но это, возможно, стоит духом, духом предков.
我给你找吗？ Ага. 我给你找吗？ Да, сфоткал уже. 不，你来。 А, меня? Ока. 哦， Ока, давай. 去哪里啊？ Вот сюда. 看看吧。 Ага, сейчас. Вот это. Я прям не могу не заметить, как цвет линз очков влияет на настроение. Вот те очки у меня были холодного тона, синего такого голубенького. Вот эти вот такие желтоватые, почти красные. И настроение у меня вообще замечательное. Плюс еще в совокупе вот с местностью вообще просто прекрасно. Но цвет все равно влияет психологически. Холодный он такой более успокаивающий, а в дороге наоборот нужно иногда бодрячком. Вот теплые тона нужны. Ну, какие вещи здесь можно найти. Мне здесь нравится, вот уже на вот этом горной равнине, тут уже буддизма как такового нет. Здесь больше уже кочевая культура. Ну, такая смесь, но буддизма вообще уже мало. И мне это очень нравится. Такая вот именно кочевая культура, скотоводческая. Такой дух. О. Одетая коровка. Заботится здесь о них. Привет, малыш. Малышка. Вон все одетые. Я такого окраса у лошадки никогда не видел. Пятнистые, вон, видите? За мамку прячется лошонок. Собакин переплывает речку. Что-то стоял он возле этого. Возле берега. Смотрю, что-то нюхает. Что-то никак не решится. Тут бах пошел. Плывун. Сейчас выйдет. Какой грустный он был. О, вышел. Молодец. Что-то хромает он. Давай, малыш, сохни быстрее. Заболеешь еще. О, Да, интересно. 나를 Ага. 자라라리 Нали? 자. Ага. Оросы. Да, я смотрю, вот. Интересно. 마음은 내가 Ага. 양이나 Ага. 나이 잠아 Ока.
Давайте. А я. Давайте. Ладно, да. Мама надевается. Давайте я тоже присяду. Оп, вот так. Мама надевается. А пор, душу пор. Гове. Гова, порну yılları hocadı. Ben kartalandır kayıklı bir davanı var. Allah'ım diyor. Kekâber zonne bunları. Kövşekleri. Zonne kövşekleri. Kemo diyecek bu. Kövşeksin. Tamam sonuç çıkar. Tüme tık kapkastan mımsın. Binci çok gördü. Ama da yaksıyla içirtmez. Ne dedi var mı? Çizme tıkla mere zarun zaten olmayı vacil bulmam biraz. Çok tuhaf şekilde tabi. Yeka aynı şey yapa. Yeka hemen aynı yapa. Ama şey doğru değil mi? О, бандыгы. Amış. Ketten mi bu? Lan çayı. Да. Туда. Арасы. Арасы. Kalk. Кручу за вас всех, друзья. Дай Бог вам всем здоровья, удачи. О, какой тяжелый. Ha? Ага. Baba. Да. Baba. Ha. Чуть-чуть. İlan ne diyor? Да, видно. İyi. Все. Туда.
Ну вот, как я понял, эти ступы — это могилы монахов, которые здесь служили, молились, отдали жизнь всю. Вот здесь каждый сидят, бабушки, дедушки, монахи, крутят. Помогу вам, давайте. Оп, помогу вам. Оп. Давайте это теперь. Давай. Пойду дальше. Такая бабуля классная. Хотел сюда заехать, на территорию вон храма строящегося. Въезд стоит 2 юаня, показывает мне. Или 20, я не понял. В общем, она пальцами 2 показала. Ой. Там, где начинаются деньги, там заканчивается вера. Я в этом убежден, поэтому принципиально не зайду туда. Значит, это все построено на потеху туристам. За такое деньги грешно брать. О, барбосики мохнатые ходят. Некоторые злые такие, а некоторые добрые, такие медленные ходят. Вон идет грустный какой-то. Тоже затискать охота. Километры просто летят в таких степях.
Журавлей здесь стайка летает. Слышали? Как наша Кереметь, чувашская. Деревянный стол, только у них по-своему все. У них много таких вот, как шатров. Святое место. У нас обычно такие Керемети на опушке леса, на высоких местах, на обрывах перед оврагами, но обычно на высоких местах. У нас, благо, таких много в Чувашии. Местность такая вся изрезана оврагами, много выступов разных. Нашу землю чувашскую еще исследовать и исследовать мало мы знаем. Государству это не нужно, да государству много чего не нужно. Не нужно, чтобы народ знал свою историю. Чтобы были мы Васями, безымянными, без памяти. Ничего не знали. А вот здесь, в Китае, я удивлен вот разнообразию народов, тому, как они сохраняют свои обычаи. Вот этих тибетцев даже взять. По сути, как жили 1000 лет назад, так и живут вот здесь. Есть только, появились только телефоны, мотоциклы. А так в целом ничего не изменилось, я думаю. Скотоводство. Да и паспорта появились, и все. А города, они все-таки отнимают самобытность народа. Вот я этого еще не рассказывал, наверное, но вот все мои бабушки, дедушки, все они с чувашских деревень переехали в город работать на завод. Вот. Мои родители уже родились в городе, в Чебоксарах, и уже язык не передали. Мои дедушки, бабушки, моим родителям. Мои родители уже не знают язык, а я и подавно знать не буду. Вот сейчас так учу понемножку, стараюсь понимать, но у меня с языками не очень хорошо, как в одно ухо залетит, в другое вылетит, способностей нет к этому. Может, я просто придумал себе отмазку, не знаю. Есть, наверное, просто отмазываюсь. И вот, города отнимают всю самобытность. Отнимают. У любого народа, кто переезжает в города, это и плохо, и хорошо, и плюсы, и минусы есть. Но вот это минус самый большой минус городов. Он загорает, лежат как трупы, не знаю, живой и мертвый. Суслики пищат, вон бегают. Попробуй только сними их, он, конечно. Что-то на горизонте какие-то тучки тревожные, как будто там снег идет. Ощущение.
Ну, что-то они несут точно. Уже 90 километров проехал. На открытой местности вообще как-то километры очень быстро летят, незаметно. До городка чуть-чуть осталось. Сейчас уже 100 километров проехал. До городка доеду. И кушать хочу вообще. Сегодня толком ничего не ел. Чай пил, да печенюхи. Так не дело. Но ночевать, наверное, в палатке сегодня буду. Сегодня вроде ночь не такая должна быть холодная. Вчера ночь ясная была. Мороз до 10 дошел. Сегодня вроде потеплее должно быть, там -3. Ну, -3 еще нормально, терпимо так. О, пробка. Не проехать, не пройти. Ну давайте, что встали? Ну, сейчас туннель будет у меня. Нет, туннель сейчас закроется. О, туннель появился. Ребята, ну-ка. Сейчас на рога не сесть, главное. Ну-ка, ребята, подвиньтесь, пожалуйста. Так, так. Ребятушки. Ура! Ура! Пока, ребята. Я выехал. А у них тепло там, кстати. С ними надо ездить. The first bend of landscape area, the Yellow River. Oh! Сейчас я поеду по второстепенной дороге, я уже свернул. Там получается G213, до нее 100 километров. Есть две дороги, одна главная, одна вот как второстепенная. Ну, да. И вот сейчас я решил поехать по ней. Там, думаю, интереснее будет.
Ох, как здесь вкусно пахнет. Какой-то древесиной жженой, неведомой мне. Или вялят что-то. Ох, сейчас вот поел, тут сижу. Тут вот пришли монахи. Да, все на нем. Все басика. Сейчас покажу сейчас картинку моего маршрута. В общем, этот поел. Вроде хозяин предложил переночевать здесь бесплатно. Мы пообщались. Он сказал, типа, это. Я ему сказал, типа, у меня денег немного. Он говорит, базара нет, типа, сейчас. Манген yok. Itu 500 jam. Окей. Kau pergi? 500 jam. Окей, no problem. Ada kali ni. Bersih. Ну все, меня расположили. Дали вон комнатушку такую. Ну, главное, крыс нету, нормально. Холодно, конечно. Тут во всех зданиях холодно, но это все фигня. Спальник есть. Вот Wi-Fi только жалко нет. Wi-Fi нет. Ну ладно. Ну все тогда. Спокойной ночи, отдыхать буду. Еще один день прошел. Замечательно. Кочевник воют. Замечательно. Постелил. Опа!